Какой святой отказался от власти ради любви? Что символизирует ромашка и почему у священников много детей? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». 8 июля Православная Церковь отмечала День памяти святых Петра и Февронии. История любви этой супружеской пары подробно описана величайшим автором XVI века Ермолаем Еразмом в древнерусской повести о Петре и Февронии. История жизни этих святых – это история верности, преданности и настоящей любви, способной на жертву ради любимого человека. Князь Петр, он был князем града Мурома и имел тяжелую и, можно сказать, неизлечимую по тем временам болезнь. Его тело было покрыто язвами, ранами, струпьями. И он очень от этого страдал и, естественно, не мог полноценно управлять своим княжеством. И однажды, когда его путешествие, его поход совпал с Рязанской землей, его слуга услышал о одной чудесной девушке по имени Феврония, которая живет в Рязанской глубинке и является дочерью древолаза и имеет совершенно чудодейственные силы исцелять болезни. И когда он к ней прибыл, она сказала, что, конечно же, я смогу исцелить с Божьей помощью князя, но у меня есть одно условие. Он должен будет, того, кого я исцелю, должен будет на мне жениться. Естественно, князь с некой поспешностью пообещал, и потому что болезнь, она вносила свои коррективы, и она его исцелила, и он практически уже весь исцеленный уехал, забывший о своем обещании, но через некоторое время его болезнь возобновилась новой силой. Совесть напомнила ему о его обещании. И, конечно же, он исполнил. Его Феврония исцелила вновь и стала женой князя. Проблема в том, что Феврония была простолюдинка. И хоть она была и благочестивая, и мудра, и кроткая, бояре и приближенные князя, княжеского двора ее не взлюбили. И стали всячески препятствовать, стали всячески оскорбляться и высказывать князю, что нами управляет какая-то деревенская девушка, простолюдинка. И в итоге поставили через некоторое время князю такой ультиматум. Или она уходит, и ты женишься, и выбираешь себе в жены достойную для своего чина, для своего положения, или вы уходите вместе с ней. Князь, к тому времени уже полюбивший свою супругу и увидев в ней необычайный дар, ее молитвы, кротости, смирения, выбирает свою супругу. И был боярами изгнан вон из Мурома. И после этого начались междоусобные нестроения между кланами, между фамилиями боярскими, кто достоин возглавить княжеский трон. Но в итоге, когда они уже, скажем, друг друга там перебили, практически в прямом и переносном смысле того слова, князя эти же самые бояре вернули опять в Муром. В основном он, конечно же, хотел своим примером показать, как же действительно нужно любить Бога, семью, Отечество и как заботиться о веренных ему уже достоянии чадах Божьих, да, потому что мы с вами знаем, что Церковь и Христос учит нас пользоваться властью очень осторожно и прежде всего показывая это все на личном примере, что они и в принципе делали. В конце жизни за свою любовь, за свою верность, за свои убеждения и хранение брака Господь сподобил их умереть в один день. Они уже приняли монашество, каждый со своим именем, и находились в разных монастырях. И вот еще при жизни они сделали себе гроб, в который хотели быть положены. И когда князь Петр в монашеском постриге Давид попросил Февронию о том, чтобы она уже пришла, то, что он уже испытывал последние минуты своей жизни, она вышивала как раз-таки погребальные пелены для того, чтобы им можно было накрыться, потому что Господь ей открыл, что и она тоже в один день представится. И в итоге так оно и случилось.
и когда они были по монашеским обетам и канонам положены в разных гробах, то на следующий день, когда пришли уже совершать чин отпевания, то увидели их, что они лежат в одном гробе. И увидели это как некую волю Божию, некий промысел Божий. И так и по сегодняшний день в граде Муроме их мощи находятся вместе в одном гробе. Вот. Это один из таких редких случаев, где сам Господь показывает чудо своих избранных, тех, кого Он возлюбил, и их выполнил просьбу, чтобы они были погребены в одно время, в один час, в одном гробе. Существует не так много церковных праздников, которые приобрели статус светских и национальных. Именно к этому дню относится дата почитания святых Петра и Февронии, более известная россиянам как праздник семьи, любви и верности. Идея праздновать в России День семейных ценностей возникла в городе Муроме Владимирской области еще в середине 90-х годов. Но в праздничный календарь этот праздник внесли только в 2008 году. Центром торжественных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, стал старинный город Бирск, которому исполнилось 355 лет. На главной площади Бирска митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон совершил молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии в сослужении епископа Бирского и Белорецкого Спиридона. Молитвами Пречистой Своей Матери и святых благоверных князей Петра и Февронии помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, как нам необходимо жить в семьях, любить, уважать, прощать друг друга, потому что любовь – это не простые слова, это жертвенность. Это тогда, когда мы уважаем чувства другого человека, супруга, супругу или супругу. Вот Петр и Феврония так и жили всю свою жизнь. Пусть она была и небольшая, но сказано, что они ее прожили в любви, в благочестии и верности друг другу. Поэтому и праздник этот называется праздник любви и верности. С этим великим праздником, с которым бы я хотел поздравить вас всех, дорогие братья и сестры, всем любви, верности, долготерпения, мудрости в своей семейной жизни. Мы с вами здесь живем люди многих национальностей, и дай Бог, как мы с вами живем в братстве и дружбе. И сегодняшнее житие святых Петра и Февронии еще раз нам напоминает и показывает, как нам с вами всем жить. Праздником, дорогие, всех вас. Спасибо. В
Троицком соборе города верующие могут поклониться мощам святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Их привезли из храма Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря города Мурома. Ковчег с мощами святых князей Петра и Февронии Муромских находится в Свято-Троицком кафедральном соборе города Бирска 7 июля по 14 июля включительно. К святым угодникам Петру и Февронии обращаются с молитвой о сохранении семьи, особенно когда мужья или жены находятся в разлуке где-то, потому что сейчас у многих работа связана с отдаленными уголками нашей Родины, и часто бывают семьи разделенные, разлученные. Да? Также Петру и Февронию молятся, чтобы Господь благословил детей, чтобы Господь благословил создание крепкой семьи, те, кто хотят вступить в брак, чтобы на тех же началах, которые были у этих святых угодников, и была положена новая модель христианской семьи, потому что святые угодники, они являются покровителями супружеской семейной жизни. И вообще всякая молитва, произнесенная от сердца с верой, она является услышанной святыми, потому что святые являются друзьями Божьими, и Господь дает им особую благодать помогать всем, кто к ним обращается с верой и с молитвой. Надо сказать, что ковчег со святыми мощами к нам прибывает впервые, и для нашего города, для нашей епархии это есть большая честь, и по благословению Преосвященнейшего Спиридона, епископа Бирского и Белорецкого, в нашей епархии по всем благочиниям будет доставлен этот ковчег со святыми нетленными мощами святых Петра и Февронии. Эти святые угодники Божьи очень сильно и часто помогают всем, кто к ним обращается с молитвой. Человек помолится, попросит со слезинкой, с верой, то никогда угодники Божьи не побрезгуют этой просьбой, обязательно помогут. И Господь обязательно услышит. Мы в это свято верим. Очень много чудес и совершенно таких вот чудесных событий происходит, когда люди приходят, и вот Господь им подает по их молитве святым угодникам Петру и Февронии. На Октябрьской площади города, рядом со Свято-Троицким кафедральным собором, были организованы выставка изделий ремесленников, мастер-классы для желающих и игры для детей. Руководитель республики Радий Хабиров поздравил всех жителей Бирска и Башкортостана с праздником и отметил, что в этот день закладывается новая традиция. Теперь ежегодно в городе Бирске 8 июля будет проходить республиканский семейный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. И говорить, и думать, и благодарить Всевышнего, всех наших дорогих родных, близких за то, что они есть. Потому что семья – это самое главное, это то, для чего мы живем, во имя чего мы живем, и что дает нам, конечно, силы жить и работать. Хочу всех поздравить с этим замечательным праздником семьи, любви и верности. Пожелать всем, чтобы мы берегли друг друга, каждый в своей семье, и чтобы от нашего тепла и того, что происходит у нас в семьях, мы могли согреть еще кого-то, кто рядом с нами. Счастья вам! Вместе со своей супругой Карине он вручил медали «Родительская доблесть» 4 семьям республики. В том числе награды удостоилась семья священника-клирика храма казанских святителей Александра Федорина, воспитывающая 11 детей, 2 из которых приемные. Ни для кого не секрет, что у большинства священников многодетные семьи. Согласно церковным канонам, если нет серьезных препятствий, не стоит воздерживаться от рождения детей. Для женщины сказано, что она спасется чадородием, если пребудет в вере, согласии и любви.
когда венчают, говорят, что в венцах пара становится единым целым. И это таинство называется еще маломученичеством. То есть два человека соединяются становятся одним целым. Но так как оба разные, мужчина и женщина, вот нужно друг друга терпеть. Где-то я стерплю, где-то она стерпит. Вот гармония получается. У мамы должно быть большое сердце, чтобы любви хватило на всех детей. Такая, какая она есть. У детей спросите, какая должна быть мама. Какая у вас мама? Хорошая. А еще? Добродушная. Не нужно бояться рожать детей, потому что сейчас в нашем обществе 1-2 ребенка считается нормой, а вот на такие семьи, как наши, смотрят как на диковинку на какую-то. А это должно быть в порядке вещей. Каждый ребенок рождается со своим куском хлеба, как говорили старые люди. Поэтому не нужно думать, что там нищету плодить или еще что-то в этом роде. Все будет. Все будет. И дети будут счастливы. А родителям какое счастье будет, если будет много детей. Жизнь пролетает быстро, дети вырастают. Вот только мы вроде бы вчера поженились, свадьба была, уже 26 лет прожили. Я себя героем не считаю. Это все так должно быть. Соблюсти заповедь, да. Но нет такой заповеди. Но Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. В православных семьях детям отводится ключевая роль. Они скрепляют союз родителей, становятся их гордостью, поддержкой в старости, продолжателями рода. Не зря в старину говорили, что мальчики – это Божье благословение. Считалось, что женщина спасется чадородием, поэтому детей было много. И сегодня православные семьи придерживаются правила – рожать, сколько Бог даст. Здесь на стенде у нас есть фотографии некоторых священнослужителей, которые являются многодетными. Вообще надо сказать, что духовенство Русской Православной Церкви всегда было многодетным, как это было и до революции, так и после. Потому что все-таки семья, она должна состоять не только из одного ребенка, а сколько дает Господь. Потому что дети учатся друг у друга, и, наверное, преодолевая какие-то сложности и трудности, человек в жизни не так быстро размагничивается, и через заботу о ближнем он понимает цену жизни. Тем более, если это еще с точки зрения веры православной и заповедей. То есть в основном, конечно, смотрят, например, родителей, как папа, мама относятся, и такие же отношения потом воспроизводят, когда создают и свои собственные семьи. В многодетных семьях старшие учатся ухаживать за младшими, помогают родителям. Вот. И преодолевая какие-то трудности, все равно ребенок, он понимает настоящую цену всем вещам жизненным. Потому что когда один ребенок есть, его пытаются кормить, поить, учить, а ребенок вырастает эгоистом. И очень часто потом родители не знают, почему же так случилось. А всех детей, которых дает Господь, они либо не рожают, либо каким-то образом поступают иначе. Поэтому наша страна должна умножаться и хорошими гражданами и для небесного гражданства, и для земного. Вот, поэтому берите пример, дай Бог всем, чтобы в каждой семье было минимум 3 ребенка. Даже была такая пословица. 1 ребенок – это не ребенок, 2 ребенка – это полребенка, 3 ребенка – это ребенок. Вот так вот говорили наши дедушки, наши бабушки. Настоящим украшением праздника стал парад колясок, в котором приняли участие сотни молодых семей с детьми. Фантазия родителей была безгранична. Сразу видно, что родители этих малышей не только люди творческие, но и умелые. В этом конкурсе не обошлось без ромашки. Этот цветок с давних времен считался символом любви. Ромашки использовали для гаданий. Их также дарили своим дамам сердца в знак уважения, внимания и любви.
Праздник семьи, любви и верности стал поистине народным. На площади собрались родные и близкие люди, которые решили этот день встретить вместе. Вот и на сцене выступали семейные коллективы, один из которых называется фольклорный семейный ансамбль «Калинушка». Семья – это теплый дом, жена и муж, дети и родители, дедушки и бабушки. Это любовь и заботы, печали и радости, традиции и привычки. Это близкие друг другу люди, которых объединяют чувства, интересы, идеалы и отношения к жизни. Самый старший у нас вот 88 сентября исполняется. 1 сентября 88. Да. А самому младшему 7. Я мама. Это дочь. Старшая? Старшая, это вторая дочь. Да, вторая дочь. Племянница уехала, нет. Это внуки, правнуки. Это правнуки уже мои, ей внуки, мои правнуки. Сваха наша. Это сваха наша. А я всегда говорю, я самая счастливая мать. Девки у меня ни одна не пьют, ни одна не курит. Вот. Ой, ты что ты это рассказываешь? Ну это правду, я что, правду говорю. Ну, живем дружно, помогаем друг другу. Да, дружно помогаем. Помогают они. Ну, обязательно. Они за мной, как уж за маленьким ребенком ходят. Самое главное, наверное, уважение. Если мы уважаем друг друга, то здесь и любовь, и надежда, и вера. Ага. Все. И любовь, и вера, и надежда. Только я не Софья, Валентина. Так что вот я считаю, что да, вот только, наверное, только на взаимопонимании, взаимоуважении строится все. Но это опять мое мнение. Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Человек только в семье может получить тепло, любовь и ласку. Жена, как мать семейства, должна иметь терпение, в первую очередь, любовь, понимание, готовность быть опорой для своей семьи, принять свои объятия в теплой такой опорой. Супруг, твердость, решительность, умение решать вопросы, которые неизбежно возникают, будут возникать. Ну и любовь, естественно, и терпение, и понимание, и любовь тоже, конечно. Слушайте друг друга. Каждый день слушайте и помните свои мысли, эмоции, чувства в те первые дни, когда вы заключали этот союз. Каждый день вспоминайте. Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь, нежность и верность, очень важны в нашей жизни. Семья дает человеку любовь, поддержку, стабильность и радость. Она нужна для воспитания детей. К сожалению, в последние годы ценность семьи существенно упала в глазах молодого поколения, и она утратила свое прежнее значение. Именно по этой причине нам еще больше следует стремиться к идеалам, о которых напоминает этот праздник. Мы все должны брать пример с этих святых, семейная жизнь которых стала идеалом супружества, любви и верности.